Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем. Праздник семьи, добра и забавы, каких здесь еще не видали. А в жизни часто пилить приходят? Конечно, куда вы без мужчин? Пока мужчин заставишь, сама выпилишь. Как сегодня в Лаишевском районе встретили Рождество, увидел Сергей Хайдар. Профилактические беседы с любителями зимней рыбалки. По тонкому льду я не пойду, мне жизнь дорога. А вы знаете, какая внимание должна быть на все? О правилах поведения на льду расскажет Ленар Гинатуллин. Кто уже месяц в Ялте, а кто только собирается поехать в Калининград. Пересекая границы, отряд нам дарит свободу. Где этой зимой трудятся наши студенческие отряды, расскажет Салават Мухаммадуллян. В ногах правда есть. Сейчас валенки делают очень стильными, модными. В Кукмаре прошел традиционный фестиваль валенок. Как обувь из войлока покоряла даже модников, увидел и Рамиль Шайдуллин. Погрузиться в чудо рождественской ночи, обрести покой в душе и светлые надежды. Тысячи верующих этой ночью встретили Рождество Христово. Это один из главных праздников в православии. О чем молились, за что благодарили о торжествах по всей республике, Юлия Муратова. Рождественская ночь в Раифе превратилась в настоящую сказку. Все покрылось таким долгожданным снегом и засияло рождественскими огнями. Чтобы ощутить особую благодать на литургии, приехали тысячи прихожан. Для нас это святой праздник. Мы всей семьей каждый год приезжаем сюда. Такая сильная мощь, потому что много здесь люди приезжают, молятся. Мы все, о чем не попросим, на все желания наши исполняются. Да, всегда. Поэтому мы сюда приходим постоянно, каждый год. Мы верим, надеемся. А верит и надеется во что-то светлое здесь каждый. И в каждой поставленной свечке свое раскаяние, мольбы и глубокая благодарность. Наверное, сердце привело сюда. Вообще с малых лет детей приучали к вере, к православию. Мы как армяне, то есть мы чтим все традиции, мы стараемся, то есть духовно также быть ближе к Богу. Праздничное богослужение для верующих провел игумен Гавриил. Считается, что каждый православный должен отстоять службу до конца. Сам же праздник Рождества начали отмечать только в III веке. Историю чудесного появления на свет Богомладенца можно увидеть в рождественском вертепе. Для верующих он стал местом преклонения. Есть традиция украшать храмы вот такими вертепами, которые представляют собой как бы сцену из Евангелия, когда Спаситель родился в вертепе, не нашлось места в гостинице, когда была устроена перепись. Этим Господь символизирует свое смирение. А в этом ледовом городке икона расположена в хронологическом порядке православных праздников. Сначала Рождество Христово, а затем и Крещение Господне. Здесь каждый верующий может помолиться, а вот в этом 4-метровом ледяном храме можно уединиться и поставить свечку за здравие или упокой. Не изменяют верующие старые добрые традиции набирать священную воду из родника, а ярким и не совсем традиционным завершением рождественской ночи для прихожан стал праздничный салют. Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества. Рождество Христово отметили в церкви поселка Актюбинский Азнакаевского района. В храме в эту ночь много семей с детьми. Пусть спутниками вашей жизни будут вера, надежда и любовь. Свои молитвы и покаяние в дар святому младенцу принесли и нурлатцы божественной литургии в храме пророка Божия Илии. Бог-младенец входит в этот мир, чтобы показать, что Бог верит в человечество, чтобы показать, что каждый человек может быть лучше. А прихожане храма Воскресения Христова в рождественскую ночь совершили крестный ход. Такую традицию Нижнекамский приход заложил много лет назад. Можем в это время с легкостью простить друг друга и вселить любовь каждому из нас, ближнему. Рождество для верующих еще и праздник любви. В больших храмах и маленьких церквях сегодня верующие обнимают близких и говорят простые, но важные слова. Юлия Муратова, Руслан Хуснудинов, Игорь Романов, Данил Филатов, ТНВ, Татарстан. Праздничные перезвоны, старинные забавы и история Рождества в театральной постановке. Так, сегодня в Лаишевском районе впервые стартовал фестиваль «Рождество Христово». Он собрал в селе Никольское сотни гостей со всей республики. Как в Татарстане зародилась еще одна теплая традиция, увидел Сергей Хайдаров.
Сегодня здесь, в селе Никольское, колокольный перезвон играет на перебой вот такой вот веселой гармошки. И все эти звуки оповещают людей о том, что началось Рождество. Встретить его сюда, в село Никольское, приехали сотни людей. Причем не только из этого района, а, кажется, со всей республики. Для гостей здесь развлечения на любой вкус. Вот, к примеру, театрализованный пролог. Артисты прямо на улице знакомятся с историей Рождества Христова. Буквально в сотне метрах от уличного театра спортивные страсти. Здесь любители старинных забав. Одни играют в хоккей метлами, другие в баскетбол яйцами. Третьи встали на лыжи всей семьей. Четвертых хлебом не корми, дай что-нибудь попилить. Скажите, тяжело пилить? Нет, весело. А в жизни часто пилить приходится? Конечно, куда вы без мужчин? Пока мужчин заставишь, сама выпилишь. Люди катаются вместе на санях по Никольскому, играют с детьми в игры, водят хороводы. Ведь Рождество — это не только про традиции и религию, еще и про семью. Очень хороший семейный праздник, нам очень весело. Мы танцуем, сходили в церковь, купили бублик. Прежде всего, семейный праздник. Традиционно с семьей проводим, и сюда тоже приехали большой семьей. Настроение вообще отличное, хочется петь и танцевать. Этот фестиваль в честь Рождества в Лаишевском районе прошел впервые и станет доброй традицией, обещают организаторы. Дарит искры волшебства, светлый праздник Рождества. Мир приходит в каждый дом, поздравляем с Рождеством. Сергей Хайдаров, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Лаишевский район. На стройку атомной электростанции в Калининграде, в ялтинские отели и в республиканские детские лагеря. Так эти зимние каникулы проводят татарстанские студенческие отряды. На 1,5 месяца временно трудоустроились больше 150 ребят. Сколько они планируют заработать и что взяли с собой, студентов проводил Салават Мухаммадуллин. Выбрали сами бойцов на плечи и к звездам. Дорога к трудовым будням начинается с певческого круга. Эти ребята отправляются на атомную электростанцию в Калининград. Командир отряда «Тесла» Филипп Асанов. Это его 3-я целина. Был в Серпухове, прошлым летом работал в Якутии. Ты должен успеть поработать, после этого вернуться и... Отдохнуть успеть. Да еще сыграть в футбол с другим отрядом. Руслан Фахирдинов едет в первый раз. Ради этого специально прошел обучение по профессии бетонщик. Познакомиться с ребятами из разных городов, поработать тоже. И просто поучаствовать в мероприятиях. Говорят, месяц 30 тысяч. Кто заработать, кто найти друзей, весело провести время. Положительный опыт уже есть. Стройотрядом республики в этом году 57. Они строили космодромы, магистрали и ЖД-пути. Если татарстанские студенты-строители только едут в Калининград, то наши сервисные отряды уже с декабря работают в Ялте. А педагоги во время зимних каникул трудятся в лагерях Казани, Иннополиса, Заинска и Лениногорска. Больше всех путешествуют проводники. Все ребята, которые участвуют в зимнем этапе, сдали досрочную сессию. Всего примерно трудоустроено 150 студентов из студенческих отрядов Республики Татарстан. Работать ребята будут до середины февраля. Затем учеба и через пару месяцев снова стройотряд. Салават Мухаммадуллин, Хамазиадинов, ТНВ, Казань. К другим темам печальная новость. Скончался директор хозяйственного управления при кабинете министров республики Марсель Багавеев. Ему было 62 года. Соболезнования родным и близким выразило руководство республики. Марсель Харисович работал в хозуправлении с 2005 года. Его всегда отличали ответственность, настойчивость в достижении поставленных целей. Говорится в некрологе, который подписали Рустам Миниханов, Ментимир Шаймиев, Фарид Мухамедшин, Алексей Песошин и Азгат Сафаров. Когда рыбалка дороже жизни, из-за теплой зимы лед на реках Татарстана окреп не везде, выходить в него по-прежнему опасно. Сегодня сотрудники МЧС провели рейд по местам массового скопления рыбаков. Что он выявил? На лед спасать рыбаков отправился Ленар Гинатуллин. Все, кто в Воеводе, все, кто парковал машины на льду, бегите, спасайте. Это видео снято накануне в Приморье. Сразу 3 десятка машин провалились под лед. Рыбаки просто проигнорировали запрет выезда на водоем. А это уже кадры из Татарстана. Нива ушла под воду Камы. Водителя спасли очевидцы, а пассажира до сих пор ищут спасатели. Вот памятка
поведение на льду. Профилактика – лучшая мера спасения, говорят в ГИМС. В Татарстане инспекторы ежедневно выходят в рейд. По тонкому льду я не пойду, у меня жизнь дорога. А вы знаете, какая минимальная должна быть толщина? Я думаю, сантиметров 20. А минимальная для одного человека, минимальная для выхода на лед 7 сантиметров. Вот так выглядит самое опасное место для зимней рыбалки. Полынья. Она образовывается из-за резкого поднятия уровня воды. Лед не выдерживает и трескается. А если еще выпадет пару сантиметров снега, то ее совсем не будет видно. Но каждый уважающий себя рыбак знает, как поступить, если ты провалился под лед. А если МЧС не разрешает, я туда не поеду. Я жить хочу пока. Я сидел, а один мужик оттуда шел и начал тонуть. Ну, у меня ничего не было, конечно, но я его бур подтащил ему. Зондобуру зацепился, так и потихоньку вышел. С самого раннего утра здесь, на берегу Волги, оживлено. Больше сотни рыбаков собрались на месте, где не просто хороший клев, но и толщина льда позволяет чувствовать себя безопасно. Лед составляет где-то около 40 сантиметров. Это, в принципе, можно находиться в довольно большой массе людей. Это не повод, конечно, естественно, еще раз им напомнить, чтобы были осторожны, чтобы не выходили на лед по одному, чтобы в случае чего могли друг другу оказать помощь. МЧС напоминает рыбакам и отдыхающим: будьте предельно внимательными, выбирая место ловли и отдыха. Непостоянство зимы уже привело к нескольким трагедиям. Ленар Гинатуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Платные дороги, парковки, бум метро, каршеринг и агрегаторы. О главных событиях транспортной жизни страны читайте в итоговом материале интернет-газеты «Реальное время». По факту продажи снюсов в Татарстане 29 материалов переданы в прокуратуру, 2 в МВД. Роспотребнадзор выяснил, в каждой 10-й табачной лавке продают снюсы. Больше 35 килограммов опасного товара специалисты изъяли в киосках во время рейдов. Сегодня снова проверка. Обнаружена никотиносодержащая бестабачная продукция под названием «Лифт». И уехать на таком лифте можно прямиком в больницу. Опасные конфеты нашли в ходе проверки специалисты Роспотребнадзора в одном из табачных магазинов на Бондаренко. Изъяли больше 60 банок снюсов. Говорить с нами на камеру владелец точки отказался, но нарушение признал. В итоге весь товар уничтожили на месте. Не знали, что, оказывается, нужен документ о соответствии, это декларация о соответствии. У них имеется только сертификат соответствия, а декларация соответствия не отсутствует. Подобные рейды сейчас проходят по всей республике. Бой с торговцами и производителями опасного товара в Татарстане объявили в конце прошлого года. Проверено больше 500 табачных лавок. В каждом 10-м продавали снюс. За реализацию никотиносодержащей продукции без документов, подтверждающих качество и безопасность, штраф на юридических лиц от 600 тысяч, на индивидуальных предпринимателей от 30. Вредную жвачку чаще покупают подростки. Так в Татарстане уже 6 случаев отравления детей. Сосательный табак законодательно запрещен в России еще с 2015-го, но производители пошли на хитрость. Они указывают, что смесь бестабачная. Единственный барьер – запрет продажи несовершеннолетним. Республиканский закон вступил в силу 5 января. Как пояснили в Роспотребнадзоре, проверки ларьков и магазинов продлятся все новогодние каникулы. Под особым вниманием места по продаже табака будут до 20 января. Всех, кто стал свидетелем продажи снюсов, специалисты Роспотребнадзора просят сообщать об этом по телефонам, указанным на экране. Рамиль Галиуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. А я напомню, в нашей редакции есть WhatsApp, его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, фото и видео могут стать репортажами в наших выпусках. 2 дня до начала рабочей недели татарстанцы продолжают весело отмечать Новый год. Так сегодня в Кукмаре гулял фестиваль валенок. Классические, с узорами, выпущенные специально для Америки. Рамиль Шайдуллин из российской столицы войлочной обуви. Пусть носить валенки на ногах готовы не все, но вот надеть их на самих себя многие. Так в Кукмаре вновь проходит праздник легендарной обуви. 5-й год мы проводим этот фестиваль для того, чтобы наш кукмарский кругозор он стал все больше обширнее, и чтобы про наш Кукмар и про валенки, чтобы знал и весь мир. Хотя эта обувь давно известна и за рубежом. Мастера признаются, из-за океана тоже есть заказы. Артисты все
Даже в Москву заказывают, даже в Америке. С Америки заказывали. Вот мы делали специально для них 36-й размер. Здесь делают все, на что хватает фантазии. Валенки с вышивкой и бисером, со шнурками и мехом. Во-первых, тепло в валенках, уютно, комфортно. Во-вторых, сейчас валенки делают очень стильными, модными. А еще мягкими и непромокаемыми. Их на фестивале сотни. Самые лучшие модели. Вся коллекция тут у нас представлена. В основном вот выбирают детские валенки и валенки, вот, которые на подошве. Потому что зимы сейчас теплые. С праздником! Становится еще теплее, когда фестиваль превращается практически в карнавал. Играет музыка, работает выставка, выступают артисты и новогодние персонажи. На ногах с утра и до самого вечера. Обувь-то удобная. Рамиль Шайдуллин, Гульнас Сайфутдинова, Адельмин Дубаев, ТНВ, Кукмар. Тем временем казанцы проявили смекалку и придумали новый вид зимнего спорта – метлобол. Это шоу можно было увидеть в парке Горького в Казани. Правила просты: с помощью обычной метлы нужно забить мяч в ворота. Увлекательная игра получилась довольно бурной и смешной. Египетский саркофаг, ракушка Нептуна, ступа Бабы-Яги. Нет, это не театральный реквизит, это сани. Их жители республики начали готовить еще летом, а зимой на них катаются с горки в парке Горького. Это фестиваль «Сани Казань». Его размах оценила Зарина Ахметова. Вы не поверите, но это царство Нептуна и русалок из Азнакаева. Здесь и серебряный трон, и жемчуг, и золотые рыбки. Чтобы воссоздать подводный мир на тюбингах, Рамиль Магдиев и его команда трудились около 2 месяцев. Сноутюбинги, а сам каркас деревянный. А вот это покрытие, это как бы декоративный залом. Так, если мы... все это у нас горит. Но если в темноте, очень красиво смотрится, если честно говоря. Со своим саркофагом из Египта эти мумии никогда не расстаются, даже зимой, даже на горке. Так они решили провести свои каникулы в Казани. Девочки, удачи! Поехали! Они самые смелые и вызвались сами. Они всегда хотели побыть в роли мумий. 6 команд, и все любят кататься, потому и саночки возить заставлять их не нужно. Привезут, да еще какие. Боксеры на ринге, Кощей и Яга на ступе, Емеля с печью. Обязательное условие – все должно держаться на тюбингах. Критерии оценки у нас всегда примерно одинаковые. Это презентация проекта, это то, как проект проехал по горке, да, не развалился ли он в начале или в конце, это как далеко он проехал. Казанскому фестивалю санок 2 года. В памяти еще кадры прошлого фестиваля, когда прямо на санках топили баню и парились. Так что сердца жителей со всей республики забава уже завоевала. То, что увидели, очень интересно. Разные есть модификации санок, побольше таких мероприятий. Настолько интересно, даже просто рассмотреть сани. Мне понравилось большой корабль Нептуна и как дым этот шел. Главный приз – 50 000 рублей. С собой забрали мумии. Что будут с ними делать? Отдыхать. Зарина Ахметова, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань. Бельгийские, спортивные, изящные китайские, скромные тульские и белоснежные. Сегодня в Казани завершилась выставка редких пород голубей. Голубеведы приехали со всей России. Красоту и талант символов мира оценила и Вероника Гайнудинова. Был чемпионом дистанции. Выпускали, по-моему, 520, по-моему, голубей. Он прилетел первым. Спортивные бельгийские голуби Владимира Лукоянова всегда в тонусе. Дистанцию в 500 километров преодолевают с легкостью. Ежедневные тренировки, как у настоящих спортсменов, дают результат. Вот и на выставке в Казани голуби первые. Результаты твоей работы не одного года, а несколько лет. У каждого голубя свой характер. Пернатые породы мулеманс, птицы верные. Для Татарстана редкость. Голубевод Ильшат Сунгатуллин разводит их в рыбной слободе. Радость, удовольствие, успокаивает. Все ради удовольствия. На выставке голубеводы и с огромным стажем. Я уже 55 лет. Мне самому 65 лет. Вот.
Я вот сколько себя помню, столько их развожу. Китайские чайки, тульские монахи, богемские космоноги. Десятки пород. Если одни летают высоко и далеко, другие, например, как белоснежный с распущенным, как у павлина, хвостом, не летает и вовсе. Голубь декоративный. Детям понравились, которые необычные. Не которые мы на улице видим, а которые необычные именно голуби, у которых лапки другого цвета или там какие-то волнистые. Посетила выставку более 1000 голубеводов за 2 дня. А выставляли птицу свою, показывали свою красоту голубей, 29 участников. Символы мира на выставку в Казани собираются уже в 34-й раз. В этом году ее приурочили к столетию ТССР. Вероника Гайнудинова, Айзат Шаймарданов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Весь мир продолжает следить за скоростным пролетом наших гонщиков на Дакаре. К сожалению, сегодня на 3-м этапе серьезные повреждения получил грузовик команды КамАЗ-Мастер под управлением Дмитрия Сотникова. Автомобиль налетел на камень. По итогам же 2-го этапа Дакара экипаж Сотникова стал 2-м, уступив лидерство белорусу Сергею Везовичу. Всего на 20 секунд от команды Дмитрия Сотникова отстал Андрей Каргинов, действующий победитель Дакара в грузовом зачете. Эдуард Николаев в итоговом протоколе стал 5-м. Немного не повезло Антону Шибалову, он финишировал на 6-й строчке. У нас на этом все. Далее о погоде. Всего вам доброго. Здравствуйте! Череда праздников продолжается. И что обещают нам синоптики на 8 января, узнаем через несколько секунд. В Новый год с новой кухней. Успейте заказать кухню вашей мечты в Данил Мастер с новогодней скидкой 20%. Приходите. Казань, улица Восстания, 23. Звоните 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет слабо морозно, около 5 градусов, ниже нуля небольшой снег. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге синоптики обещают -7. На севере Татарстана, Менделеевске, Агрызе, Менделинске небольшой снег и также около 7 градусов. На северо-западе, в Варске, в Кукмаре-Балтаси -8, будет пасмурно. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном столбики термометров покажут 9 градусов, ниже нуля небольшой снег. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше -5, -7 без существенных осадков. В четверг прохладная и малоснежная погода сохранится. В Казани будет облачно, в первой половине дня пройдет небольшой снег. Температура воздуха -7, -9. Ветер южный, слабый. Атмосферное давление выше нормы 765 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха высокая 90%. Магнитное поле Земли спокойное. На дорогах местами гололедица, будьте внимательны. С праздником всех православных, добра и счастья. До свидания.